23 мая 2025 года, город Якутск. Началась ежегодная ярмарка цветов и рассады на Комсомольской площади. Тыгнет куртубый саната? Тыгнчек 1200 за ящик. Рассада картошки. Это что за... Кто рассадил рыбу? Что за рассады у вас? Саженцы. Саженцы? Ага. Какие? Ну, они это, ягодные, декоративные, разные. Самое интересное, что на ваш взгляд? Саженцы? Да. Все интересно, смотря что хочешь посадить. Ага. И сирени есть, и яблочки, и все. А яблоки сколько стоят? Яблони? Яблоня 600 рублей сибирская стоит. Ага, то есть плоды большие или ранетки? Нет, а большие плоды, те стоят по 1500. По 1500, да? Ага. Ясно. Ага. А где вот с большими плодами у вас яблони? Да, большими, которые, это вот здесь. Ага. Ясно. Хорошо, спасибо. Так. Картошка. Картошка. Топы. Картошка. Киледе тәһни картоп буйгыт. Ага. Дрова. Эйне мехак сүрбәли дә. Клубника Мурана Альбион 150. Так. Ну там дальше тоже картошка. Ханнагыны бу. Немеге генеле. Ханнык сорттары бу. Ханнык сорттары. Агретта Василий Глазковаль. Блогер гына. Блогер бун. Бармыги мынди. Цветы. А позже приобретает более темные оттенки. Ягода остается на растениях до глубокой осени. Кизильник отличается высокой скоростью роста, что позволяет ему быстро И почем у вас цветы? создавать желаемый Вы себе келер тегелерсен, вот эти вот большие. обрез. Тагухан такой, да? Агухан от 80 рублей. Ух ты, здорово. Все эти характеристики делают кизильник незаменимым элементом для ландшафтного дизайна, обеспечивая его долговечность и привлекательность в течение многих лет. На солнечных Земляника. Почем земляника у вас? получает достаточное 150 количество рублей. света, что способствует Перцы более почем? яркой окраске листьев. Ага. Почва Помидоры? для кизильника блестящего должна быть хорошо дренированной и плодородной. Он предпочитает легкие и средние почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией. Одним из значительных преимуществ кизильника является его высокая устойчивость к засухе и морозу. Сирень Это 2500. растение может выдерживать короткие периоды засухи. Иргади. Поливать необходимо 2 раза в Жимолость. неделю, но очень обильно. Рябина. Уход за кизильником Калина, блестящим не черная требует забава. значительных усилий, Маня что делает его идеальным ядрена. выбором для садоводов, Сокровище. стремящихся к минимальному обслуживанию. Одним из условий ухода является правильный полив. Кизильник хорошо переносит краткосрочную засуху, но в первые годы после посадки рекомендуется обеспечить регулярный полив, особенно в жаркие сухие периоды. Важно следить за состоянием почвы и поливать растения. Обрезка кизильника блестящего – это важный элемент ухода, который помогает поддерживать его форму и здоровье. Рекомендуется проводить обрезку ранней весной перед началом вегетационного периода. Удаление старых и поврежденных веток не только улучшает внешний вид куста, но и способствует лучшему воздухообмену и освещению внутренних частей растения. Кроме того, обрезка стимулирует образование новых побегов и цветков, что делает растения более декоративным. Как и все растения, кизильник требует подкормки, но это не обязательно.
но значительно повышает его декоративные качества. В весенний период рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения, чтобы обеспечить куст питательными веществами для активного роста. Важно помнить, что переизбыток удобрений может быть вреден, поэтому следует соблюдать указанные нормы и рекомендации. Мальга. Профилактика заболеваний и борьбы с вредителями также играет важную роль в уходе за кизильником. Обычно это растение устойчивое к большинству вредителей и болезней, но иногда могут возникать проблемы, такие как паутинный клещ и мучнистая роса. Регулярные осмотры растения помогут вовремя выявить и устранить. На эту Рябина тему кизильник мы по поговорим 700 рублей. с заместителем Ага. руководителя филиала 700 рублей. Россельхозцентра Так. Турановой Марией Васильевной. Дорогие гости, Ты. горожане, все, кто выращивает у себя на территории капусту, просим прислушаться к выступлению нашего спикера. А это сирень, да? Ага, ничего себе, уже с листочками. Рябина. Рябина. Кедр. А кедр почем у вас? Полторы, да? Карельский? А он нормально перезимует? Вот это вот с маленького черенка Ага. 2 года, 2 зимы перезимовал, 3 будет. А, 2 года уже перезимовал. ага. А это что такое вот это? Там же написано манчжурский орех. А, вот орех манчжурский. Ага. А смородину почем вы продаете? По 1200, да? Ага. Груша дюймовочка. Яблоня. Ух ты. Уральское наливное. Уже яблони продают с крупными плодами. Так, рассада. Куча рассады. Но, дорогие горожане, ярмарка действует еще 2 дня. Суббота, воскресенье будет работать. Но я думаю, продавцов будет больше. Есть что посмотреть, есть что выбрать. Клубника Ания 250. Дöni расада цента. Эйни ол тақта. Конечно, вот Эусмол спрашивали, катарам, все такое вот давай. Ромашки почем? 100 рублей. 100 рублей. Они многолетние? А? Многолетние? Нет, одна. Да, вот такую чуть.